Полный локдаун или ограничительные меры? Сегодня так стоит вопрос. Учитывая, что другие антиковидные меры не действуют, количество заболевших увеличивается, медики просят помощи, работая в авральном режиме. И важное, коронавирус мутирует, появляются все новые штаммы. Схема лечения, установленная в ВОЗ, не помогает. Врачам приходится искать новые препараты. Словом, COVID-19 стал чумой 21 века, унося много жизней. Чтобы обсудить ситуацию в здравоохранении в связи с распространением коронавируса и какие существуют эффективные методы борьбы с ним, в пресс-центр абхазского телевидения мы пригласили министра здравоохранения Эдуарда Валерьяновича Будба и представителей абхазских СМИ. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую вас, коллеги. Добрый день. Тему я обозначила и предоставляю вам возможность задать вопрос министру здравоохранения. Скажите, пожалуйста, какая обстановка в стране, чего нам ожидать, как действуют ограничительные меры? Спасибо за вопрос, уважаемые друзья. Хотел бы вас информировать, раз вот сегодня пришел на вашу площадку, по ситуации с распространением ковид-инфекции в Республике Абхазия. Значит, у нас ситуация сложная. Наблюдается рост коронавирусных больных, увеличивается количество поступающих в лечебные учреждения. Значит, могу просто вам по цифрам сказать, вот сегодня на утро сегодняшнего дня 288 пациентов лежат стационарно в наших ковид-отделениях. Это инфекционная больница города Сухум и ковидный Гудаутский госпиталь. Вот. Могу просто разбивку вам дать по количеству, если могу, да, хотите, скажу. По Гудауте 161 пациент, по инфекционной больнице 44, по Творчалу 15, по Ачамчире 25, по Гагре 43, и итого 288 пациентов лежат. Хочу сказать, что рост пациентов, он был прогнозируем. Я неоднократно общался с прессой и выезжал в наши лечебные учреждения в Гудауотский ковидный госпиталь, в частности, и мы понимали, какой идет рост, учитывая то, что наши граждане не соблюдали масочный режим, не соблюдали те ограничения, которые были рекомендованы всем медицинским сообществам. Вот сейчас, на данный момент, так получается, что медицинское сообщество работает практически в авральном режиме. Мы мобилизуем все наши резервы, все наши силы внутренние для того, чтобы обеспечить наших граждан полноценной медицинской помощью, нуждающихся в лечении коронавирусной инфекции. Вот ситуация на сегодняшний день как бы такова. И все-таки основной источник распространения коронавируса, как-то можно это отследить, где это происходит? Ну, мы все понимаем, что распространение коронавируса идет, когда люди контактируют между собой. Почему все медицинское сообщество с большой тревогой обращалось к нашим гражданам, чтобы соблюдать, во-первых, масочный режим, во-вторых, соблюдать социальную дистанцию, не скапливаться в закрытых помещениях, не ходить на крупные мероприятия. Поэтому вот мы имеем тот результат, который общество не услышало, наши граждане, медицинское сообщество не услышали. Поэтому такой рост, он сегодня присутствует, к сожалению. Вот эти разговоры, что если на выходные была большая свадьба, то к среде, к четвергу мы ждем большое количество заболевших. Имеет основание? Да, на эти вопросы мы тоже уже отвечали. Еще раз хочу сказать, у нас было много случаев, когда после торжественных мероприятий, в частности свадеб, люди семейно начали заболевать, и семейно уже по несколько человек из одной семьи даже госпитализировались в наши профильные ковидные учреждения. Что касается вакцинации, как известно, первая волна завершилась, препарата сейчас нет в стране, ведутся переговоры, насколько нам известно. Когда ждать следующую поставку вакцины в Абхазию? Вы знаете, еще раз хочу ответить на эти вопросы. Значит, 6500 доз вакцины гамма-ковид-2 «Спутник Ви» российского производства был завезен в Абхазию. Значит, все практически мы использовали эти вакцины. Сейчас второй компонент идет к завершающей фазе. Первый компонент полностью израсходован, второй компонент идет в завершающей фазе. Все достаточно спокойно, без каких-то ситуаций форс-мажорных.
никаких у нас в этом плане нарушений нету, все идет по протоколу, и в протоколе то, что прописано в плане того, что может ожидать пациента, вот эти вот критерии, они, как бы мы в эти критерии укладываемся. Люди, которые не успели привиться, которые хотят привиться, которые стоят на записи, Они получат эти записи, мы будем переносить на следующий этап, когда придет следующая вакцина. Вот эти записи, которые они сегодня сформированы, они будут учитываться, и наши граждане будут получать вакцину. Как она придет, сразу будет вакцинация. Примерные сроки поставки. Ну, ждем в конце месяца по предварительным договоренностям. Вот насколько я владею информацией, тут такая ситуация. Можно дополнение к этому вопросу? Если у наших телезрителей возникает вопрос, почему Анна не в маске, то у меня сейчас антитела. Я хотела бы спросить, человек, который переболел коронавирусом, пока есть антитела, он защищен? А затем, если эти антитела исчезнут или, я не знаю, уже их не обнаруживают, значит, человек может быть подвержен повторному заболеванию или все-таки Вот есть сразу какая-то иммунная скажу, я сам память? человек, который вакцинировался недавно первым компонентом, поэтому сейчас буквально через несколько дней у меня будет второй компонент вакцины. Все равно вакцина, она есть вакцина, и она спасает наши жизни, она предупреждает вот это заболевание, тяжелые формы, поэтому весь мир перешел на вакцинацию, и мы тоже готовимся к вакцинации нашего населения. Все для этого делается и руководством страны, ведутся переговоры на всех уровнях. Поэтому, коллеги, давайте наберемся терпения и дождемся, когда Российская Федерация нам предоставит вакцину, и мы перейдем также спокойно на этап вакцинации, как это мы делали с первой вакциной «Спутник Ви», которая вот у нас началась в мае месяце. То есть переболевшим вы советуете вакцинироваться, даже если они уже переболели? Да, все вот эти моменты надо оговаривать с лечащими врачами. Понимаете, везде нужен индивидуальный подход. Вот, поэтому, да, я считаю, что вакцина – это спасение сегодня от всех наших проблем в плане ковида. Скажите, пожалуйста, если человек сделал вакцину, прошел оба этапа, он может заболеть? Или он заболеет, но перенесет в легкой форме? Ну, он может заболеть, конечно, но он перенесет это в более благоприятной, комфортной, легкой форме. И еще после первой вакцины человек, говорят, несколько дней может быть заразным. Насколько Неправда. Это? Неправда. Неправда, да. Поэтому это даже не буду комментировать. Вопросы? Ковидные отделения заполняются, и в основном людей доставляют в Гудаутский, например, центр в довольно тяжелом состоянии. При этом есть такая нехватка важных медикаментов, которые требуются для стабилизации их состояния. Что в этом смысле и об Актемре, об этих препаратах? Да, у нас отмечается рост заболеваемости. Значит, пациенты поступают в лечебные учреждения. Вот на днях буквально в Гудаутский ковидный госпиталь поступило в пятницу 23 пациента за сутки. Вчера вот у меня сводка 21 пациент. Поэтому мы, я уже неоднократно говорил, мы и усиливаем отделение. По мере поступления больных открываем дополнительное отделение. Сейчас уже открыт 4-й этаж. Дежурные бригады туда поступают по мере поступления больных. Как только мы планируем, уже понимаем, что, допустим, 3-й этаж заполняется, и больные будут поступать на 4-й этаж, мы формируем мобильные наши бригады дежурные, которые туда доставляются. Это врачи, медицинские сестры, санитарки, и укомплектовываем наши лечебные учреждения. Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас работаем и мобилизуем наши все внутренние силы, все медицинское сообщество. Еще раз повторяюсь, в тот период, когда были такие же пиковые нагрузки год назад, в прошлом году и в начале этого года, нам помогали наши российские коллеги, приезжали врачи вахтовым методом в Гудаутский ковидный госпиталь. Также был открыт госпиталь Министерства обороны Российской Федерации на территории Айтара. Это было большое подспорье, огромное им спасибо за это. Но сегодня мы мобилизуем наши внутренние силы, наше все медицинское сообщество для того, чтобы все справиться с этой пандемией. Что касается лекарственного обеспечения, да, к сожалению, ковид мутировал, и сегодня вот это дорогостоящее лечение, которое Актемра, Артлегия, оно во всем мире применяется достаточно
широко. Да, есть сложности с этими препаратами, не будем скрывать, но эти сложности не только в Абхазии, они и в Российской Федерации, и во многих странах есть. Поэтому они даже, и я насколько знаю, докладывают по поставкам препаратов, их сегодня они в дефиците и в Российской Федерации. И мы изыскиваем все возможности для того, чтобы доставлять эти препараты сюда, к нам, в республику и оказывать помощь пациентам. Работа в этом направлении ведется и по линии государства, в первую очередь, и второе, и на личных контактах с друзьями доставляем, просим, участвуем в этом круглосуточно. Поэтому больным, которые необходимо вот это лечение, оно им предоставляется, но есть определенные сложности. Они с этим сталкиваются все практически лечебные учреждения, не только на территории Абхазии, а на территории Российской Федерации, насколько я знаю. Вот такая ситуация. Эдуард Валерьянович, не могу не спросить про злосчастный КТ. Значит, история с республиканским компьютерным томографом. Работает ли он? Если работает, то почему там не принимают пациентов с ковидом? Гагарский, Агудзерский КТ, почему там, значит, платно происходят все эти дела? Не можете немножко рассказать? Могу. Скажу вам, как есть сегодня ситуация. Значит, гагарские и ковидские КТ-отделения, которые сформированы, они частные. Значит, у нас есть у государства там квота. Мы разговаривали с собственниками этих КТ. Эти квоты на бесплатное исследование были увеличены. Вот. Что касается Сухумского КТ, который стоит в республиканской больнице. Одно время оно не работало по ряду причин. Значит, батареи, которые были незамедлительно куплены в Российской Федерации, они были оперативно доставлены, смонтированы. На сегодняшний день КТ в республиканской больнице функционирует. Но мы тоже понимаем, что это аппарат, и к нему надо бережно относиться. Иначе, когда происходят гипернагрузки, аппарат может сломаться. Это первое. Второе. Что касается КТ, которая, забегая вперед, могу сразу сказать и по Гудаутскому ковидному госпиталю, мы прекрасно знаем, что практически в круглосуточном режиме наши специалисты, и друзья, коллеги по IT-сфере, они восстанавливали софт в Гудаутском ковидном центре по КТ. На сегодняшний день КТ работает. Делается исследование, но все равно оно требует еще доработки определенных там компонентов для того, чтобы оно работало бесперебойно. Вот эти вот скачки электричества, они, к сожалению, не проходят бесследно, поэтому мы с пониманием относимся к тому, что, и прошу наших граждан тоже с пониманием отнестись, потому что аппаратура, она очень чувствительная. И все необходимое делается. Нету ни выходных, ни отдыха у тех специалистов, которые работали в этом направлении, для того, чтобы оперативно исправить ситуацию с КТ. Я вам скажу больше, что две компании, которые работали на протяжении первых этапов, они не смогли запустить это КТ, поэтому еще дополнительная была мобилизована группа специалистов, которая из Беларуси, которая запустила КТ. Сейчас это КТ функционирует. Также походим к пиковым нагрузкам. Вот. Ну, есть сложности. В любом случае мы с осторожностью подходим к этому оборудованию, потому что в любой момент из-за нагрузок оно может тоже... Как бы, техника есть техника. Почему в республиканской все-таки не смотрят на КТ? Ну, мы перераспределили потоки. Вот, ну, мы же, есть пациенты, которые после ДТП, которые соматические больные. Если люди будут заходить в КТ ковидные в большом количестве, ну, мы же понимаем, что это уже будет красная зона. Поэтому мы пытаемся все эти потоки правильно перераспределить. Я по поводу гудаутского компьютерного томографа. Слава богу, что починили. Без компьютерного томографа полную картину врачи видеть не могут. Мы понимаем ценность этого медицинского оборудования. Но сейчас на этом компьютерном томографе исследования могут проводить только стационарные больные гудаутского Ну нет, госпиталя, мы и проводим и амбулаторные тоже исследования уже начали. Но я хотел бы еще раз вот обратиться к нашему населению и просто определенные акценты расставить. У нас для проведения компьютерной томографии, легких в данном случае КТ на ковид, есть показания.
То есть врач должен... Мы сегодня утром собрали совещание оперативного штаба, вот эти вопросы как раз таки обсуждали, проговаривали, хотим донести. И так получилось, что я сегодня вот здесь присутствую на телевидении и хочу еще раз обратиться. Вот все те направления, которые выписывают врачи, они выписывают на определенный день болезни, когда это показано пациенту индивидуально. Понимаете, вот те пациенты, которые самостоятельно хотят это делать, едут в частные клиники и это делают, это одна ситуация. А у нас врач смотрит, есть определенный день, когда нужно сделать компьютерное исследование, и для того, чтобы понимать ту картину, которая есть на самом деле. Потому что, сделав КТ на первый, на второй, на третий день заболевания, к сожалению, картина, она не является информативной. Там может быть незначительное поражение легких, или ее вообще не быть, этой картины поражения, да, там матовых стекол и так далее. А потом в хронологии пациент утяжеляется, и приходится делать и второе исследование, иногда и третье исследование. Поэтому, уважаемые граждане, обращайтесь к вашим участковым врачам. Пусть они вас смотрят и направления дают, и специалисты городские, но только чтобы это делали врачи на определенный день. Тогда и у нас и нагрузка спадет, и мы и пациенту сможем правильно помочь. От Гургунба, Абхазское радио. Уважаемый министр, вот, недавно мой родственник оказался в больнице, и срочно нужно было вывести его, хирургическое вмешательство нужно было сделать головного мозга. Лично я обращался к вам, хочу выразить благодарность. Пользуясь случаем, его прооперировали в Сочинской городской больнице, все удачно, успешно. Но в этот момент мне стало известно, что наше государство уже несколько лет задолжало многим российским клиническим больницам. Насколько это влияет для решения вопроса с ковидом? Бывают ли случаи, когда наши пациенты, которые нуждаются в экстренной помощи в России, насколько быстро это решается вопрос? Спасибо за вопрос. Действительно, такой вопрос стоял остро, и на определенном этапе он был решен. По краевой больнице города Краснодара, по первой краевой больнице города Краснодара была задолженность более 9 миллионов 400 тысяч рублей. Практически она уже вся закрыта. Там незначительное осталось количество финансов, но это буквально на прошлой неделе вопрос был закрыт. Сегодня Краснодарская первая краевая больница принимает наших пациентов. Мы в этом направлении плотно работаем с нашими коллегами из Краснодарского края. Да, есть еще другие лечебные учреждения, у которых были задолженности. Эти задолженности тоже гасятся планомерно. Мы разговариваем с нашими коллегами российскими. Те профильные специалисты, которые нам помогают, ну, допустим, по нейрохирургии или там, по хирургии, мы сами созваниваемся, объясняем ситуацию, и эти вопросы мы тоже пытаемся решить. Я не говорю, что они решаются на все 100%, но они решаются. Поэтому по долгам тут есть понимание, и мы, государство на данном этапе большую часть долгов уже практически закрыл. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам. Вопрос? Шизина Ханагуаб Хабсотилю Хапшам. Отбыла хада имя Пигус Айпылараджа Ферафюк Гыланы Хета Ковида Чимазареджа Гыланы Яла Галоп Краква и Тигеру Хуазарс. Конкретно Ишпару Хотбу. Ишпару Хотбу сейчас Хотсара. А вас яха хайча ициги хайчажон, яхиги хайчажон. Хаким твои изызган рызыги оперативный штаб и заган хайчажит. А вас яхает. Давайте я, может, зачитаю, какие у меня есть пожелания. Я даже вчера на встрече с президентом эти все вопросы озвучивал. Вот. Еще раз озвучу. Повсеместно ввести строгий масочный режим со взиманием штрафов и владельцев предприятий за несоблюдение режима. Второе. Работу объектов общественного питания ограничить обслуживание на открытых верандах, едой на вынос, а также услугой службы доставки. Ограничить работу рынка, сократить количество продавцов там, вдвое там, или как там по ситуации, регулировать скученность людей через выдачу разрешения на торговлю. Значит, организациям и предприятиям перевести на дистанционный режим работников в возрасте за 60 лет и минимизировать их очное присутствие на рабочих местах. Далее, все предприятия должны усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей. Вот. Запретить проведение зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий в объектах общественного питания как внутри и так на открытом воздухе.
Понимаете, вот этот весь комплекс проблем, который у нас есть в обществе, я просто вот к нашему населению в очередной раз уже обращался и еще раз обращаюсь, наверное, буду обращаться. Когда люди, посмотрите, вот что происходит в красных зонах, включите телевизор, я не знаю, зайдите на YouTube, посмотрите, не только в Абхазии, во всем мире очень сложная ситуация. Наши коллеги, все медицинское сообщество там находится в больницах, оказывает помощь больным в тяжелейших условиях, в амуниции и так далее. Очень сложно это выдержать, поверьте мне, я сам туда захожу и знаю, как это тяжело. Все, наверное, вы сталкиваетесь с нашими коллегами, с врачами, у вас есть друзья, товарищи, соседи, и вы все общаетесь, правильно, с врачами, с медсестрами. Они наверняка вам рассказывают, в каких тяжелейших условиях приходится работать. И вот когда вот оттуда я выезжаю, прихожу вот в город, еду, вижу, что у нас народ просто, знаете, как бы он расслаблен. Мы расслабились, коллеги, не соблюдаем масочный режим, общаемся, собираемся. Вот это все приводит к тому, что у нас рост заболеваемости. Пожалуйста, слушайте все медицинское сообщество. Еще раз обращаюсь к вам. Ситуация очень сложная. Для этого нужно рекомендации медиков соблюдать. В подтверждение ваших слов, вчера я как-то попала в одно медицинское учреждение, познакомилась с медсестрой, ее зовут Майя, и она мне рассказывала, что она только приехала из Гудаутского ковид-госпиталя, и она сказала, что первый день она еле-еле выдержала, второй день она плакала. Я, говорит, себя не могла успокоить, потому что я не знала, что делать, сил не хватало, а больным нужна была помощь. Скажите, пожалуйста, вот те ограничительные меры, которые вы предлагали президенту на вчерашнем совещании, какое время их надо соблюдать, чтобы был результат? Насколько нам Значит, надо сейчас уйти мы в просто такой подошли локдаун? к пиковым нагрузкам. Да? Мы понимаем, что рост больных очевиден. Более 170-180 случаев за сутки положительных ПЦР-тестов. Да? Сейчас наши лечебные учреждения заполняются со скоростью до 20-25 пациентов в сутки. Мы идем к пиковым нагрузкам и должны выйти на это плато. Но те пациенты, которые еще там находятся на лечении, мы же тоже лечим, они выписываются, выздоравливают, правильно? Но сейчас ситуация достаточно сложная. Поэтому надо не просто врачам с этим бороться вирусом, а всему нашему обществу. Я обращаюсь просто ко всем. Услышьте врачей. Это очень важно. Мы одни действительно не справимся, все медицинское сообщество не справится. Вы нам должны помочь в этом. Объясните родственникам, друзьям, детям, соседям, что все это настолько опасно. Пожалуйста, прислушайтесь. Я не знаю, я уже говорю, пожалуйста, но, по-моему, надо уже требовать мне от нашего общества. Я вот перехожу в такой, как говорится, вот формулировке. Вы, наверное, меня поймете, почему я это делаю. Посмотрите на цифры, посмотрите на рост. Все это непросто. Эдуард Валерьянович, если 2 недели соблюдать вот эти все меры, которые вы сейчас предлагаете, 3 недели, этого достаточно? Давайте будет, начнем чтобы... с этого. Дальше ситуация покажет по росту, по заболеваемости, как мы будем выходить на пиковые нагрузки, как мы с ними будем справляться. Если мы не будем соблюдать вот эти все рекомендации, то у нас рост заболевания будет увеличиваться в разы. А если мы будем это делать, то мы попытаемся остановить все это. Это же очень важно, коллеги. Друзья, я вот просто обращаюсь к вам. Хангылару. Старо. Информационное агентство «Спутник Абхазия», Бадрисяв Эдуард Валерьянович. Я вот хотел уточнить, вы сказали, что Минздрав оплатил около 9 миллионов рублей, задолженность погасил перед Краснодарской краевой больницей. Не могли бы вы уточнить общую сумму, которую Минздрав задолжал российским клиникам? Да, вот сейчас, если честно, я не готов по цифрам, я не взял всех данных, но вот те задолженности, которые есть, они в оперативном порядке я не взял, к сожалению. Ничего, тогда у меня Да. следующий вопрос. Он касается, вот уже не раз было сказано, что коронавирус мутирует, уже в Абхазии зафиксированы альфа-штамм, дельта-штамм. Сколько человек заразились вот этими смотрите. заболеваниями? Как их состояние здоровья? И я надеюсь, среди них нет летальных исходов. По детишкам хочу сказать.
Поступают у нас на консультацию к врачам и дети тоже. У нас, вы знаете, что в поликлинике, в детской открыт ковидный кабинет, там более 50 детишек в сутки обращаются за медицинской помощью, врачи их осматривают. Далее, если необходимо лечение, мы их направляем в поликлинику первую. На базе первой поликлиники у нас есть там амбулаторный центр, не амбулаторный центр, а обсервационный блок, где мы капаем больных и смотрим. Пока вот эта ситуация, она контролируемая. На всякий случай у нас есть еще мощности в амбулаторном центре на Красном мосту, и при необходимости они будут все задействованы, и детишки будут там получать необходимую помощь в плане там, инъекции, наблюдений и так далее. Ну, как дневной стационар. Как бы вот такая ситуация. И они могут прийти, получить помощь, и если легкие формы. Но пока мы справляемся, мы этот центр планировали задействовать, но ситуация так складывается, что пока мы его не задействовали, потому что такого количества детишек в большом количестве не поступает, которым требуется именно вот такого вида помощь. Врачи, педиатры общаются с детьми, назначения назначают и контролируют этот лечебный процесс, пока ситуация на данный момент вот такая. Вот сегодня в обсервационном отделении при первой поликлинике, там врачами республиканской детской больницы, вот я сюда выезжал, 6 детишек получало лечение. Вот пока... Стационарно? Да, они там, стационарно находятся, но ситуация Мы пока сейчас надо... говорим о штаммах британских, Да, британский, индийский британском штамм, да. и индийском Да, штамме. британский, индийский штамм, да. Вот на сегодняшний день по цифрам инфицированным, значит, на 12 число, сегодня пока еще таких цифр нету, 18 861 инфицированные, 180 вчера поступивших, выздоровело 15 899 человек. По Гудаутскому госпиталю я вам сказал, сколько. Ну вот такая у нас статистика. Неутешительная статистика. Есть еще вопросы? Слухов тоже много. Буквально сегодня утром поступила такая информация, она подтвержденная, но, может быть, вы подтвердите или опровергнете, что 3 детей в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией были вывезены из Абхазии. Был такой случай? Такие факты зафиксированы? Мне такие случаи не докладывали. Я объясню почему. Как правило, те детишки, которые выезжают, и в Российской Федерации не только дети, а взрослые, я незамедлительно информирован, и мы согласовываем все переводы. Поэтому со мной не согласовывали. Я думаю, что это не подтвержденная информация. По линии Минздрава на скорых помощах по согласованию с Российской Федерацией не перевозились больные. У многих, кто заболел коронавирусом, помимо симптомов, они испытывают панические атаки. Есть такое. Работа психолога с ними необходима. Как-то есть у нас в резерве такие психологи, специалисты, которые будут работать именно с ковид-больными? Есть психологи, у нас есть психологи, в Министерстве чрезвычайных ситуаций есть психологи, но наши коллеги, врачи общаются с пациентами. Есть, такое понятие, как паническая атака. Да, такой тоже Получают они присутствует. какие-то препараты по Все неврологии? необходимые препараты по лечению ковид-заболевания пациенты наши получают. И еще вот немаловажный вопрос. Среди туристов есть заболевшие? Да, вот Какое количество? Да, вот за пятницу, субботу, воскресенье по детям могу сказать, значит, 78 детишек наших гостей, курортников обратились за помощью в нашу республиканскую детскую больницу. Им была оказана помощь за пятницу, субботу, воскресенье. 78 отдыхающих детишек. Для них медицинская помощь бесплатная? Конечно, бесплатно. Да. А взрослые? Взрослые, те, которые к нам обращаются, мы же тоже их обследуем, вообще никаких вопросов нету. Вся медицина у нас для ковид-пациентов бесплатна. Если требуется госпитализация, мы их госпитализируем, и вопросов в этом нет.
Вот эти 78 детей, у них подтвержден был коронавирус? Или Нет, они я просто имею в виду о том, обратились, что они за обращаются. консультацией? Там же еще помимо коронавируса, еще же и кишечная инфекция есть, ротовирусная инфекция есть. Время летнее, поэтому вот эти сезонные инфекции, они же всегда присутствуют. Они обращаются. И я же говорю, у нас в республиканской детской больнице на базе амбулатория внизу, в крыле первой поликлиники, там под ковид. А наверху в стационаре это вот и соматику лечим, и хирургические пациенты поступают. Детишки, это же никто не отменял. Мы всем помощь оказываем. Есть вопрос? Вот в начале пандемии работала горячая линия, сейчас она актуальна. Да, Поступают звонки, актуально. Мы сегодня, вот, ну, вы про 0303, правильно, горячую линию, да? Там вот сегодня мы еще добавили туда педиатра, который будет тоже участвовать в горячей линии для того, чтобы проконсультировать наших родителей, у которых есть вопросы по детям, чтобы еще дополнительный специалист, педиатр, там был на горячей линии. Сегодня уже дано такое распоряжение, доктор будет на горячей линии. Эдуард Валерьянович, вы сказали, что наши медики работают в авральном режиме, ни для кого это не секрет. Раньше им помогали их российские коллеги. Ведутся ли переговоры сейчас с российскими медиками, чтобы они подключились к работе, так как вы сами в одном из интервью говорили, что сами мы не справимся? Этот вопрос как-то рассматривается, обсуждается? Я говорил в интервью, сами мы не справимся без помощи наших граждан. Я не говорил о медиках как таковых, что мы не работаем и не справимся. Это чуть-чуть разные Без них вещи. мы справимся? Да, конечно, мы справимся, мы победим, в этом сомнения нет. Другое дело, что когда приезжали российские коллеги к нам, было как бы попроще. Понимаете, приезжали российские специалисты в Гудаутский ковидный госпиталь, сюда, на территорию Айтара. Вы про это или, может, я... Да, все верно. Но хочу услышать, Сейчас не рассматривается этот вопрос? Рассматривается, написаны письма в Российскую Федерацию. Вы, наверное, в том формате, что приедут ли бригады сейчас, на данном этапе, какой этап переговоров вас интересует, да? Да. Вот. Написаны письма и Минздравом, и руководством страны о том, чтобы российские коллеги приехали на территорию Республики Абхазия, помогли нам в борьбе с ковидом. Но мы должны с пониманием относиться к Российской Федерации в том формате, что у них тоже сейчас есть рост заболеваемости. Все это ведется, как только мы получим обратную связь, я также всех вас буду информировать. Просто сейчас это вопрос стадии обсуждения в Российской Федерации. Есть вторые случаи заражений? Много ли? Есть вторые случаи заражения, да. Какое количество? Я так не могу сказать там в количественном плане, но случаи есть. Да. Есть онлайн-вопросы от наших коллег, которые сегодня не могут присутствовать на нашей площадке, учитывая, что ковид, мы тоже не стали звать много людей. Вот такой вопрос от Наалы Мукуба. Она сейчас болеет коронавирусом и находится дома. Где еще, кроме инфекционной больницы, можно сдать бесплатно анализы амбулаторным? Или будут ли они увеличивать мощности? Это в Сухумах, да? В Сухумах Она можно и живет на в новом Сухумах. районе. Дополнительно. Сейчас у нас еще разворачивается ПЦР-лаборатория, как филиал СЭС в Гаграх и в Ачимчирском районе. Там в стадии завершающего процесса лаборатория оснащения идет. Вот еще один вопрос от Елены Заводской. Очень много вопросов, я, конечно, не смогу зачитать, но хотя бы несколько. Откуда берутся протоколы лечения? Все доктора придерживаются разных методик. Все доктора не придерживаются разных методик, хочу вам сразу сказать. Здесь есть определенные единичные случаи, когда люди отходят от протоколов. Да, мы сегодня на большом расширенном совещании как раз поднимали эту тематику. Сейчас будет большое собрание с нашими коллегами. Есть определенные назначения тех препаратов, которые, мы сейчас этим занимаемся. Тут вопрос не так, чтобы кто-то неправильно лечит. Есть определенные протоколы, которым следует, но есть индивидуальные корректировки, и мы хотим, чтобы они были правильны. Еще один вопрос от Елены Заводской. Насколько законным является распоряжение министра здравоохранения, который запретил специалистам давать комментарии и интервью журналистам?
Я ничего не запрещал. Прокомментируйте, Я наоборот пожалуйста. говорил, что Минздрав открыт. Вот я сижу здесь в вашей студии, готов ответить на все ваши вопросы. У нас есть пресс-служба, которая тоже всегда открыта для наших граждан. И вопросы, которые поступают в пресс-службу, они также комментируются. Просто, знаете, вот какая ситуация. Те врачи, которые занимаются своими специальностями узкими, они должны комментировать в том, в чем они разбираются. Вот чтобы была правдивая информация донесена до общества. Поэтому мы не запрещаем. Мы просто говорим, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы на все вопросы вам ответим. Вот и все. Мы завершаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Я очень надеюсь, что то, к чему призывал министр здравоохранения, наше население, соблюдать ограничительные меры, иначе мы вынуждены будем прийти к полному локдауну, учитывая, какой идет прирост заболевших, пока еще не поздно. Со своей стороны хотел бы сказать огромное спасибо Абхазскому телеканалу за то, что пригласили меня сюда в студию. Я здесь первый раз. И хорошо было бы, чтобы мы и по другим темам в будущем разговаривали. Ковид у нас прошел, и мы его победили все вместе, дружно с нашими гражданами. Спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике. И табу.